Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба провел совещание с руководителями предприятий госуправления по энергетике, транспорту и связи, на котором были обсуждены вопросы эффективности деятельности РУПов, сообщает пресс-служба правительства. Валерий Бганба отметил, что предприятия данного управления должны занимать ведущие позиции в ключевых отраслях экономики, в инфраструктуре, энергетике, промышленном комплексе, и от эффективности работы каждого РУПа управления зависит экономическая безопасность страны. В целом необходимо проанализировать модели функционирования госпредприятий, привести в порядок балансы, рассчитаться с долгами организации перед налоговыми и другими ведомствами, сказал Бганба. Глава правительства также отметил, что необходимо осуществить инвентаризацию для выявления фактического наличия имущества, определить количество материально-производственных ресурсов, проверить соблюдение правил содержания и эксплуатации основных средств предприятий. Эти мероприятия позволят осуществлять контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов. Указом Валерия Бганба, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Идрис Кара Османоглы освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Следующим указом, исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту, назначен Михаил Пеканин. 29 января в Москве в мультимедийном информационном центре «Известия» состоялась пресс-конференция, посвященная конкурсу молодых лидеров «Гордость Абхазии», который стартует весной этого года. Проект нацелен на выявление и поддержку молодых талантливых управленцев. Победители конкурса получат возможность прохождения образовательных стажировок в Москве и поддержку по трудоустройству в Абхазии. Подробности в репортаже Эсма Голанзе. Масштабный общенациональный конкурс молодых лидеров пройдет на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», которую возглавляет действительный государственный советник России Инал Ардзинба. Я получаю достаточно большое количество обращений от наших людей, от нашей молодежи из Абхазии. Это люди, которые хотят развития, люди, которые хотят работать, люди, которые хотят принести пользу нашей республике. И в этом смысле у нас ровно поэтому родилась идея создания социального лифта для нашей молодежи в виде конкурса. Предстоят выборы, и конкурс будет после того, как уже все будет сформировано, а на текущем этапе мы будем интеллектуально прорабатывать этот конкурс и будем работать в режиме встреч с молодежью в Абхазии. Участниками проекта смогут стать выпускники вузов до 35 лет, проживающие как в Абхазии, так и за ее пределами. Проходить конкурс будет в 3 этапа. Первый этап конкурса – это подача резюме и видеоэссе на тему «Как я вижу Абхазию в 2030 году». В видео претенденты описывают цели, механизмы их достижения для процветания Абхазии в экономике, в социальной сфере, успехов во внешней политике. Видеоэссе не более 3 минут. Претенденты отсылают свои резюме и видео по адресу электронной почты конкурса. Конкурсная комиссия оценивает каждое видео и резюме от 1 до 10 баллов. По результатам формируется первый рейтинг конкурсантов. Целевой показатель по заявкам около 200 человек. Второй этап конкурса будет проходить с июня по июль. В ходе него отсеется еще половина участников. 50 победителей первого этапа проходят единый управленческий тест в Сухуми в Абхазском государственном университете. Также конкурсанты проходят собеседование с конкурсной комиссией. Тесты собеседования оцениваются от 1 до 10 баллов. Формируется второй рейтинг конкурсантов. В финал проходит 25 человек. Конкурсанты смогут наиболее активно и творчески себя проявить в финале, который также пройдет в Абхазском государственном университете. Здесь пройдут командные игры, а самым последним заданием станет презентация проектов финалистов перед конкурсной комиссией. В итоге будут отобраны 5 победителей. После выступления на официальном сайте конкурса будет проходить онлайн-трансляция, поэтому все желающие смогут выбрать своего лидера, проголосовать за наиболее понравившуюся кандидатуру. Это голосование продлится в течение недели. Потом будет сформирован итоговый рейтинг. Соответственно, на 3-м этапе определятся последние 5 победителей, финалистов. Эти 5 победителей будут приглашены на прием к президенту Абхазии. Глава государства вручит победителям специальную медаль «Гордость Абхазии», грамоту и денежные призы. А самое важное то, что победители конкурса получат возможность прохождения образовательных стажировок в Москве и поддержку по трудоустройству в Абхазии. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение.
Вице-спикер Российской Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, упрекнул коллег в двойных стандартах при обсуждении ряда международных вопросов, передает РИА Новости. Комментируя обвинения в адрес России со стороны коллег-парламентариев из Украины и Грузии, Толстой упрекнул собравшихся в том, что они знают всю правду о ситуации и в Южной Осетии, с Абхазией и в Донбассе, но просто слушают то, что им говорят, и благосклонно кивают головами. Он напомнил, что именно Грузия и Украина применили армию против своих собственных граждан. Это вопиющее нарушение прав человека осталось незамеченным, резюмировал вице-спикер Госдумы. Кроме того, Толстой предостерег делегатов ПАСЕ от повторения кризиса в Ассамблее в случае ухода из нее России. Накануне на пленарном заседании ПАСЕ обсуждали вопрос о продлении полномочий российской делегации в Ассамблее, которые были оспорены в начале сессии. Многие докладчики, аргументируя точку зрения о том, что полномочия России продлевать не следует, обвиняли Москву в нарушениях прав человека, агрессии против соседних государств и несоблюдении норм международного права. В итоге большинство депутатов парламентской ассамблеи все же поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение выступили 96 депутатов, 44 против, 7 воздержались. Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа в рамках тактико-специального учения отработал противодиверсионные действия в горно-лесистой местности Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО. На совместном полигоне в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащими использовалось различное штатное вооружение. Снайперские винтовки, гранатометы, пулеметы, ручные гранаты и автоматы. Разведывательные группы базы совершили 150-километровые марши на бронеавтомобилях к районам расположения условных отрядов незаконного вооруженного формирования. Далее военнослужащие провели воздушную и наземную разведку, используя беспилотные летательные аппараты и комплексы разведки, управления и связи. После выявления мест скопления условных банд-групп разведчики блокировали районы и уничтожили их. Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к грамотным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники. С 27 по 30 января в пресс-центре информагентства «Спутник Абхазия» проходил образовательный проект для молодых журналистов и пресс-секретарей. В рамках проекта «Спутник Про» его участникам рассказывали о принципах создания новостей и форматах подачи информации в современном медиапространстве. «Спутник Про» – это серия уникальных мастер-классов от ведущих российских и зарубежных медиа-менеджеров и журналистов. Проект охватил уже 22 страны мира, среди которых и Абхазия. В рамках проекта «Спутник Про» впервые стартовала школа молодого журналиста. В течение 4 дней профессор Олег Дмитриев преподавал азы журналистики, как правильно писать заголовки к текстам, какие слова и выражения использовать нежелательно, как держаться перед камерой и многое другое. Я участвовал в подобных проектах онлайн. Это были онлайн-школы журналистики. Именно вживую поучаствовать на подобном проекте у меня появилась возможность в первый раз. Я искренне рад, что мне выпала такая возможность. Для меня вот сама информация, которую нам преподносили, была ясна, потому что я немножко разбираюсь. Но вот именно то, как эта информация преподносилась, все во благо тех, кто пришел получить знания. Для нас максимально комфортную обстановку создали, это было приятно. Из профессиональных навыков много чего запомнилось. То, что нам преподавал Олег Аркадьевич, это как делать заголовки, как планировать статью, как она должна быть структурирована. Пока я работала над своей маленькой статьей, я ориентировалась на структуру статей «Спутника», как там помещались фотографии и приводились цитаты. Было очень приятно познакомиться с людьми, которых я задействовала при этом. Проект «Спутник Про» ориентирован на молодых специалистов-журналистов, пресс-секретарей, студентов старших курсов, а также блогеров, всех тех, кто заинтересован в изучении технологий работы современного медиапространства. У участников проекта была замечательная возможность ознакомиться с работой современных СМИ, форматами подачи информации, тенденциями в области оформления сайтов и инфографики. Главный результат совместного труда заключается в том, что я сам помолодел. Я теперь понимаю, что мне не 50 с лишним, а тоже где-то 20-25. Вот ребята меня омолодили, потому что они предлагали такие идеи, на которые я отвечал вот сам. Думаю, а как бы я это сделал, а что бы я им посоветовал? Я
поставил себя на место молодого абхазского человека и думал, а что бы делал я, если бы я здесь жил? Правильного ответа и правильного совета, естественно, никто дать не может. Но, тем не менее, мы попробовали как раз сделать что-то интересное совместными силами. Мастер-класс Олега Дмитриева проходил в течение 4 дней. Работа школы продолжится до марта текущего года. Правительство Российской Федерации решило закрыть границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости. МИД России также рекомендовал гражданам воздерживаться от всех поездок в Китай. С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Число жертв коронавируса в Китае, согласно последним данным, выросло до 170 человек. Количество зараженных составляет более 7,5 тысяч. В России официально пока ни одного случая заражения не зарегистрировано. В связи с верными отключениями электричества в Сухуме затруднена работа водонасосных станций. Уже несколько дней, как жители некоторых районов столицы сталкиваются с проблемой отсутствия питьевой воды. Алика Трапш выясняла, как справляются с ситуацией горожане и как пытаются решить этот вопрос сотрудники водоканала. Водонасосная станция номер 3 обеспечивает водой сразу несколько районов столицы – Келасур, Турбазу, Синоп и части улицы Чанба. Бесперебойную подачу воды обеспечивают вот эти 2 электрических насоса. В связи с введением ограничения подачи электроэнергии на станции работает только малый электронасос, который не может обеспечить подачу воды на верхние этажи многоквартирных домов. Этот насос так запроектирован, эта насосная станция. 2 водовода, вот от маленькой насоса 250 киловаттной идет 300-миллиметровый водовод. А большой насосный агрегат, выходит от него 500-миллиметровый водовод. И вот они встречаются в районе турбазы, поднимают давление, общее давление в сети водопровода, и тогда получают верхние этажи высотных домов. А один насос он не сможет обеспечить, он будет перетекать из одной емкости в другую. Операторы насосной станции постоянно наблюдают за перепадами напряжения в сети. Когда оно повышается, включают второй электронасос. Однако такое случается редко. Здесь показывает, сколько напряжения поступает сюда, на нашу станцию. Сейчас тут показывает 8,7 киловольт. 8,7 это мало. Насосы мы не можем запускать, только один насос работает и все. Ну, сейчас, если он поднимется где-то вот так 9,5, вот тогда мы можем запустить и второй насос. Водонасосная станция в Келасуре была построена еще в 80-х годах прошлого столетия, и поэтому частые отключения электричества негативно влияют на оборудование. Когда маленькое напряжение, там и оборудование греется, и сам мотор греется. Вот вы слышите, как он звук меняет, периодически меняет звук. Это то добавляется, то уменьшается вот это напряжение, и в зависимости от этого мотор вот, с перебоями вот такими вот он работает. Безусловно, плановые отключения электричества, которые влекут за собой и ограничения в подаче питьевой воды, приносят массу неудобств как жителям, так и работе различных предприятий и учреждений. В детском саду «Звездочка», расположенном в районе Синопа, сотрудники должны успеть приготовить еду до планового отключения электричества. У нас единственная проблема, что бак не установлен, запаса воды нет. Вот проблема с водой есть. Здесь, если мы питьевые какие-то кастрюли запасаемся, то санузлы промывать надо, поэтому большие проблемы с этим баком. Ну, бак уже приобрели, надеемся, что установят, и у нас будет вода. Такая ситуация существует не во всех дошкольных учреждениях. Многие детские сады обеспечены дизель-генераторами и резервуарами с водой для таких чрезвычайных ситуаций. Отключение у нас происходит с 3 часов до 5. В это время мы включаем, естественно, дизель-генератор. Дети находятся в тепле, в уюте, то есть никаких проблем с подачей света именно в нашем саду нету. И с подачей воды тоже нет. Сотрудники водоканала делают все возможное, чтобы обеспечить питьевой водой население. Однако перебои с подачей воды напрямую связаны с введением веерных отключений. И поэтому такая ситуация будет складываться до решения проблемы энергообеспечения Абхазии. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
В 2020 году сборная Абхазии не примет участие в чемпионате мира по футболу под эгидой КАНИФА, который пройдет в столице Северной Македонии с 30 мая по 7 июня. Наша съемочная группа выясняла, по какой причине чемпионы 2016 года не могут поехать на международные соревнования. Репортаж Гугуцы Вардания. Весть о том, что абхазская команда в этом году не примет участие в соревнованиях под эгидой КАНИФА, огорчила не только болельщиков сборной, ставшей чемпионом 2016 года и бронзовым призером прошлогоднего чемпионата Европы, но и всех любителей футбола. Стало грустно и о том, что, услышав эту новость, что наша сборная не сможет поехать в Северную Македонию и принять участие на чемпионате мира по версии КАНИФА. Так как мы относимся к континенту Европа, возможности нет поехать там на другой континент и сыграть со сборной. Но есть команды, сборные, вот Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Донецка, Луганска, с кем мы можем и должны проводить товарищеские рейтинговые матчи. По правилам проведения чемпионата по версии КАНИФА, участвующие в нем команды должны в течение года провести несколько товарищеских игр, тем самым заработав квалификационные очки в рейтинговой таблице. Сборная Абхазии не смогла провести ни одного матча. Также у нашей команды еще с прошлого года отсутствует игровая практика в собственном республиканском чемпионате, который в свою очередь был приостановлен в связи с отсутствием финансирования. Все это и стало основными причинами неучастия абхазской сборной в международном спортивном мероприятии. Сборная не собиралась, сборная ни с кем не договаривалась. Это тоже нужно работать. А работать нужно кому-то, а ему за это что-то надо платить. Вот как бы одно за другое цепляется. Ну и в связи с тем, что, в принципе, каждый год мы должны заплатить еще членский взнос в это КАНИФА. А у нас как минимум 3 раза, по-моему, мы оплачивали, но оплачивали всегда с опозданием. Тоже где-то, видимо, проколы. Да. В этом году, насколько я знаю, мы еще ничего не оплатили. Несмотря на существующие в этой сфере проблемы, в стране все же поддерживается детско-юношеский футбол. Команды выезжают на различные турниры в Россию. Однако в дальнейшем футболистам нужно развиваться. Зачастую многие спортсмены с детства, занимающиеся этим видом спорта, выбирают другое направление, не увидев перспективы в будущем. Министерство финансов, без Министерства экономики, Министерство просвещения, да, Министерство, ну не Министерство, а Госкомитет, скажем, по спорту, пока совместно с Федерацией футбола, если не придут к одному какому-то мнению, не создадут программу, да, программу развития футбола, начиная с самых маленьких и заканчивая самыми взрослыми, и программу финансирования, субсидирования, я не знаю, как это назвать более четко, да, и пока не будут подобраны, скажем, на всех этих местах, да, это тоже определенные люди должны этим заниматься, квалифицированные кадры, то у нас эта проблема, она будет и в дальнейшем тоже. Что касается проведения республиканского чемпионата по футболу, то и здесь нужна финансовая поддержка. Федерация футбола финансировать футбольные команды, она не в состоянии. Финансировать футбольные команды, то бишь содержать свои футбольные команды должны или регионы Абхазии, то бишь Гагарский район, скажем, свою команду, Гугнаутский, там, город Новый Афон, город Пицунда, Гульджипский район, Сухумский район и так далее, Гальский район. Это должны уже местные власти найти у себя средства, я не знаю, спонсоров, бюджетные средства, может что-то еще, и помочь существовать, скажем, да, и как-то жить этой футбольной команде взрослой. И вот таковых, когда наберется, ну, хотя бы 7 команд, тогда уже можно начинать чемпионат. На этих кадрах чемпионат по футболу под эгидой КАНИФА, проведенный в Абхазии в 2016 году. Чемпионат, который закончился триумфом для абхазской сборной. Тогда гордость за нашу команду испытывала вся страна. Конечно же, тот факт, что абхазская сборная не участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КАНИФА, огорчает. Остается надеяться, что в следующем году будут изысканы средства, проведен внутренний чемпионат, и у национальной сборной появится шанс порадовать своих болельщиков. Гугуца Вардания, Налгухава, Абхазское телевидение.
31 января состоится очередное заседание Кабинета министров Абхазии. В повестку дня вошли более 10 вопросов, среди которых принятие постановления о направлении остатков средств республиканского бюджета на 1 января 2020 года, утверждение перечня профессий и квалификаций, представляющих особый государственный интерес, внесение изменений в регламент работы Кабинета министров, внесение изменений в постановление об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю паутину. Мы продолжаем прямые эфиры с участием общественных деятелей, политологов и экспертов. После информационного выпуска Амшик Шара в рубрике «Тет-а-тет» смотрите интервью с общественным деятелем, журналистом Надеждой Венедиктовой. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь. Местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 3-8, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.